Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 декабря. Это у нас с вами среда. Смотреть будем на колоде пассианс. Все знаки зодиака по очереди от Овнов до Рыбок. Влиять у нас с вами будет на этот день аркан Дьявол. Я выбрала его из этой колоды, мне очень нравится, как здесь прорисован аркан Дьявол, да, так очень по-современному, очень понятно, да, то есть о чем этот аркан. Этот аркан всегда показывает зависимость от чего-то или от кого-то, ну, как у нас сейчас, да, зависимость от соцсетей, зависимость от интернета, от телефона, да, с которым мы не можем расстаться ни на день. Поэтому тут как раз дьявол говорит о том, что в среду вы можете быть к чему-то очень сильно привязаны, к чему-то, к кому-то. Поэтому здесь вот надо будет следить. В этой колоде есть очень классное событие яблоко. Оно, ну, автор подписывал это событие как слезы, но очень часто яблоко показывает именно соблазн, да, как змей когда-то яблоком соблазнил Еву. Вот так и нам могут что-то предлагать в этот день, и это будет для нас соблазном. Нужно вот перед этим соблазном обязательно устоять, не поддаваться искушению этого змея. Вот давайте с вами посмотрим, на что вас могут, да, вот как вас могут искушать в этот день, каждого из знаков зодиака. Первые овны. 3 декабря овны, среда. Что там у овнов, покажите мне. Сразу деньги, большие деньги, мешок с деньгами. Будут вас соблазнять деньгами овны. Самое простое, да. Весы. Вот, да, весы. Я думаю, делать, не делать, брать, не брать. Бокал, ну, кстати, это тоже, бокал это тоже дьявольская зависимость. Алкоголь, опьянение, да, все вот эти истории. Либо, допустим, любовь, не знаю, кофе, да, где это тоже может быть зависимость, человек не может там без 5 чашек кофе прожить. Смотрим еще, что здесь есть. Так, сейчас я пробегусь, посмотрю. Немножко, видите, у меня повыше камера, потому что пишу я эти прогнозы на год. Там большая таблица, мне пришлось камеру наверх переносить. Поэтому будем пока так смотреть. Потом опущу ее обратно. О, есть еще успех, победа. Искушение победой. Ну, здесь нет. Получается, что повыпадало? Первое, деньги. Получение крупной суммы денег может быть. Еще знаете, что может быть? Покупки. Допустим, соблазн. Соблазн что-то купить, что стоит дорого, допустим, а сейчас там нет такой суммы денег, и я там, не знаю, влезу в кредит, либо у кого-то займу, но куплю. Поэтому вот может быть какая-то покупка, без которой могли бы обойтись. Дальше сложный выбор в этот день, застолье и успех. Ну, то есть как бы в целом вроде такие классные карты. Успех, деньги, застолье, ну и выбор. Но мы не забываем, да, что это может все идти через дьявола и по дьяволу. Так что тут главное, да, можно просто посидеть, а можно напиться. Можно просто что-то купить, а можно купить втридорого, потому что хочется. Ну, вы поняли, все в таком духе. Так, смотрим дальше тельцов. Тельцы. 3 декабря. События дня, тельцы. Угу. Какая-то новость. Желание, исполнение желания, цветок, чемодан, часы,
ножницы. И деньги. Мешок с деньгами. Дьявол и деньги — это прям одно целое. Так, сейчас я пробегусь, посмотрю. О, есть еще солнышко. Угу. И есть еще череп. Значит, смотрите, что выпало. Первое событие. Новость. В среду может быть какая-то новость, которая вас может прям шокировать, сильно удивить. Молния, как гром среди ясного неба, какая-то информация. Дальше. Может исполниться ваше желание, может решиться какой-то важный вопрос дела, временная разлука, расставание с кем-то, будильник. Будильник показывает, что вы можете, например, там где-то куда-то опаздывать, спешить, какой-то перенос времени будет, несостыковки по времени. Поэтому здесь вот надо быть всегда внимательными. Радость будет, решение вопроса, радость, деньги. Но мешок с деньгами может чаще показывать расходы, покупки, чем поступление денег. Поэтому, опять же, с дьяволом, может быть, захотите что-то купить, что, допустим, там не по карману. И тема здоровья еще может в этот день проигрываться негативно. Ну, потому что это болезнь, череп — это болезнь. Ну, там, не знаю, заболел зуб, заболело ухо, нога, голова там и так далее. Либо, если вы планируете заниматься здоровьем в среду, тогда череп просто показывает, да, что вот будете заниматься лечением. Ну, в целом, получается, из предупреждений это время и это здоровье на среду. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Так, смотрим. Сначала складываем так, чтобы они не повторялись. Так. Угу. Близнецы. 3 декабря. Близнецы. События дня. Пока ничего не вижу. Сейчас. Такое ощущение, что что-то есть. А я не вижу. А, есть, да. Метла есть. Угу. Угу. Лебедь. Ключик. О, сундук с деньгами. Конверт. Ну, тут или конверт, или ножницы. Что первым увидели? Я конвертик, поэтому я его оставляю. Получение денег. Так, и смотрим здесь. Подарок еще есть. Подарочек. Здесь не вижу. Получается, в этот день может быть небольшая ссора с кем-то, метла. Ссора, споры, выяснение отношений, выяснение, кто прав, кто виноват. Опять же, это может быть под влиянием дьявола. Дальше подарки, финансовые поступления, прибыль, гармоничные отношения в паре, верность, получение, конверт, что-то получаете. И ключ показывает, что вообще день очень важный для вас. Это день, когда могут быть какие-то важные события, новые возможности, новые предложения крутые, получение, не знаю, какого-то там документа, подписание какого-то документа, который приносит прибыль и подарки. В общем, все бы хорошо. Вот единственное, нужно постараться удержаться от каких-то ссор, склоков и так далее. Для вас тут, видите, аркан дьявол проиграется хорошо. Смотрим дальше. Дальше у нас идут раки. Раки.
3 декабря, среда. Среда. События дня, раки. Угу. Метла, первое событие. Корабль. Подарок. Подсвечник. Цыпленок. Так, давайте посмотрим здесь. Есть еще весы. Есть ключ. Здесь нет. Нет. Бокал нельзя. И здесь не вижу. Угу. Смотрим, значит, что у вас выходит. Первое событие — метла. В этот день можете с кем-то поссориться, спорить, будет выяснение отношений. Дальше может быть получение подарка, ожидание кого-то или чего-то, ключ, новые возможности, новые предложения, сложный выбор, весы, надежда на этот день и общение с детками, внуками, с кем таком вы будете, скорее всего, заботиться, нянчиться, заботиться и так далее. То есть из минуса ожидание, ссора и сложный выбор. Это вот те события, которые могут быть как предупреждение для вас. Так что, ну, дьявол может вас испытывать ожидания в этот день, да, когда вот прям терпение лопается, вот не можешь ждать. Опять же, может быть, это будет связано как-то с детками, как вариант. И вот вам надо постараться выдержать и не поругаться, да, нужно вот набраться терпением. А когда у нас идет дьявол, то мы терпеть не можем. Такая вот история для вас. Благодарю за внимание. Переходим ко львам. Львы. Третье декабря. События дня, львы. Да что такое-то? Метла преследует. Третий знак подряд. Причем я специально складываю в разные места. Ну и в принципе мы не можем, да, обвинить меня в том, что карты как бы идут подряд друг за другом, потому что они в разных рядах даже. Ну, это как бы и понятно, да, под арканом дьявол. Дьявол будет нас вынуждать друг с другом выяснять отношения, споры. Споры, конфликты, ссоры. Поэтому это часто по дьяволу выпадает или метла, или мечи. Каждый хочет быть прав. И время тоже. Вот интересно, время тоже. Так, смотрим. Есть еще дерево. Ну, здесь нет. Получается сразу же предупреждение о каком-то ссоре, спорах, выяснении отношений в этот день, когда каждый, да, вот отстаивает свою точку зрения. Сложный выбор. Два варианта, нужно принимать решение. Будильник.
правильно распределяйте, рассчитывайте время. Можете, например, опоздать куда-то по будильнику, проспать там и так далее. Это из минуса, да, вот споры, сложный выбор, время. Из хорошего исполнение желания, приглашения. Это вот такие большой плюсик у вас будет, исполнится какое-то желание. Да, вот, но опять же, дьявол, он помогает реализации наших желаний, но он тут же, да, из минуса может пробуждать вот эти вот, давать проблемы со временем и пробуждать вот эти споры, ссоры. Так что у вас он тут как бы проигрался во всей красе. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Третье декабря, среда, девы. 3 декабря. Среда, девы. Что я ничего не вижу. О, есть ножницы. Дьяволу вас сложно соблазнить, потому что вы умеете себя держать в руках. Любовь. Вот, слабое место. Любовь, сердце. Ну, не вижу. Сейчас еще посмотрим. Ага, есть все-таки ссора есть. Все-таки есть. Так. Здесь не вижу. Нет, нет. Нет. Ну, здесь тоже нет. Нашла для вас 3 события. Первое. Ножницы. Показывает, что у вас может решиться какой-то вопрос. Да, вот прям отрезали и забыли. Дальше любовь, все хорошо будет в личной жизни, прям любовь, страсть, горячая, причем на горячая любовь, ну, это же подписано. Поэтому, может быть, для вас дьявол проиграется через вот эти вот страсти. И ссора, выяснение отношений, споры. Вот опять же, по дьяволу часто нам кажется, что есть наше мнение и неправильное, да, и вот мы его отстаиваем. Также и другая сторона под влиянием дьявола считает, что есть мнение этого человека и неправильное. Поэтому, да, вот несостыковочка происходит мнений, и, соответственно, это приводит к конфликтам. Вот такая вот история. Поэтому в этот день надо, вот еще надо посмотреть, кстати, сейчас я даже не поленюсь и посмотрю. Интересно, у нас не сатанинский день случайно еще 3 декабря. Сейчас гляну. Чтобы понимать вообще, что происходит. Так, ноябрь, декабрь. 3. Нет, не сатанинский. Но 4 сатанинский рядышком уже. Ну, тут, в принципе, даже дело не в сатанинском, а дело в полнолунии. То есть за 3 дня до полнолуния мы начинаем, да, вот, не контролировать свои эмоции. Поэтому тут даже больше будет влиять то, что 5 полнолуния. Так что да, будем все на эмоциях, будем все немножко нервные в этот период. Надо держать себя в руках. Потому что дьявол этим пользуется, да, вот этим нашим неуравновешенным состоянием. Смотрим дальше. Весы. 3 декабря, события дня, весы. Ну, первое, что я вижу, письмо, конверт. Домик. Лавровый венок. Угу. Флаг тоже хорошо вместе с венком для вас.
Солнышко тоже классное событие. Здесь нет и цветочек. Ну, у вас тут прям картина маслом. Весы на среду. Значит, смотрите, первое событие. Конверт — это получение, что-то будете получать. Это может быть новость, это может быть какой-то документ, это могут быть деньги, это может быть посылка, то есть тут что угодно. Получение. Дальше. Какие-то домашние, семейные, бытовые дела в среду. Успех и победа в работе, в делах. Особенно хорошо, если у вас там какие-нибудь переговоры, конкурс, важный, не знаю, важная встреча какая-то. Да, вот приходит победа, приходит вместе с успехом. Радость, ну и понятно, да, от чего. И исполнение желаний, цветочек. Поэтому тут как бы вообще красота, особенно связанная с делами. Может быть, вы что-то получите, да, вот о чем давно мечтали, и это как-то связано с успехами в работе, в делах. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. Так, смотрим скорпиончиков. 3 декабря. 3 декабря. Скорпионы. События дня. Так, скорпионы. Среда. О, конфликт. По дьяволу выйдете из себя. О, шарик. Хорошее событие. Угу. И цепь. Так, а теперь давайте посмотрим горизонталь, вертикаль. Яблоко. Соблазн дьявольский. Ну, соблазн, да, вот влезть в этот конфликт. Так, и здесь нет. Получается у вас одно событие классное и 3 события предупреждения. Значит, первое — конфликт, скандал, мечи. Поэтому будьте готовы к тому, что по дьяволу вы можете, например, выйти из себя и начать с кем-то в этот день скандалить, ругаться. То есть вы не сможете сдержать эмоции. Опять же, помним, приближается полнолуние 5 числа. Да, и мы вот за 3 дня до и 3 дня после мы немножко такие, особенно водные знаки, мы уже перестаем себя контролировать, легко заводимся. Так что нужно постараться избежать конфликта. Слезы выпали, да, вот яблоко, слезы, ну понятно, да, негативные эмоции связаны, скорее всего, с этим конфликтом. Либо яблоко еще можно прочитать как соблазн в этот день, да, вот соблазн влезть в этот конфликт. Нерешенный вопрос. Может быть, опять же, есть какой-то нерешенный вопрос, он не решается, и хочется решить его силой по дьяволу, да, как бы заставить ситуацию быть такой, как мы хотим. Ну, тут вот эти вот насильные методы, они не будут работать, понимаете, они будут. Надо просто дождаться своего времени. Время придет, и эти вопросы решатся. Вот если мы посмотрим ножницы по периметру выпали, уже очень скоро этот вопрос решится. Не нужно его силой, да, вот как бы заставлять, притягивать этот результат. Ну и с плюсиком напоследок, да, скажем так, на сладенькое, будут какие-то очень легкие, позитивные, классные, хорошие новости. Вот хорошая новость тоже будет в среду. Поэтому так, это так, да, на сладенькое. Благодарю за внимание, скорпионы. И переходим к стрельцам, к нашим именинникам переходим. Смотрим, стрельцы. 3 декабря, события дня, стрельцы.
Первое событие весы. Метла. Ну, практически у каждого знака метла выпала. Сколько ее не складывай, да, в колоде в разные места, все равно она выпадет. И цветочек, кстати, тоже исполнение желания, то, что по дьяволу идет. Желания, да, вот эти конфликты. Все это и повыпадало в основном. Тайны, угу, тоже. Дьявол любит всякие секретики. О, машина есть еще. Выбор, связанный с дорогой, с транспортом. И чемодан. Чемодан, дорога, выбор, желание. Гости. Можно вообще, да, прочитать. Нужно ехать в гости с чемоданом, да, и вы стоите перед выбором, ехать или не ехать. Ну, или ехать какой дорогой, каким транспортом, своей машиной там или поездом поехать. Ну, ладно, это я так фантазирую. Значит, смотрим, что повыпадало. Временная разлука, расставание с кем, либо встреча после долгой разлуки еще может быть. Долго вы кого-то не видели и увиделись. Дальше гости, исполнение желания, сложный выбор, дорога, поездка, небольшая ссора с кем-то в этот день и открытие тайны. Ну, возможно, вот как раз ссора будет связана с тем, что откроется какая-то информация и приведет это к ссоре. Но опять же, не обязательно. Может открыться информация хорошая, а ссора будет там сама по себе. Поэтому вот так. Ну, по дьяволу здесь однозначно и открытие тайн. Дьявол, да, все это вываливает наружу. И по дьяволу и ссора, по дьяволу также и исполнение желаний. Так что у вас он тут в половине событий себя показал. Смотрим. Ой, забыла сказать, стрельцы, у кого день рождения 3 декабря, у вас начинается год под арканом дьявол, вот 3 числа, и будет до 3 декабря 26 года идти под арканом дьявол. Год очень интересный, год такой полный возможностей, соблазнов, поэтому интересно. Если хотите поподробнее узнать, у меня есть на канале видео, называется «Карта года». Вот там я прям подробно рассказываю, что это за год. Можете послушать, если интересно. Смотрим дальше. Козерожки. Козероги, 3 декабря, события дня. Козероги, 3 декабря. Угу, победа. Дьявол помогает вам победить. Якорь, поставить точку большую, жирную по якорю. Ну, либо здесь якорь, корабль, где-то надолго вы заякоритесь. Ключ, корона, победа и корона. Можете победить даже какого-то очень влиятельного человека, сильного. Победа над королем. Так, ну или благодаря королю. Можно еще прочитать. Благодаря ему. Шарики. Угу, маска. Тоже это ж по дьяволу все идет. Ложь, обманы. Скрытая какая-то информация. Это все у нас дьявольщина. Подкова. И ох, у вас тут событий сколько много. И свиток. Так. А у нас же, получается, дьявол, это карта идет под знаком Козерога. Поэтому это ваша стихия, ведь и событий много. Он вам дает много сил. Смотрим, сейчас еще периметр. Да, есть еще чашечка чая у вас. В какой-то момент вы тут, видите, наверное, заякоритесь на чашечку чая. Значит, смотрим, что получается. У вас есть в этот день победа.
Победа, общение с представителями закона власти. Возможно, это человек, который присуждает вам победу, да, там вручает, например, кубок, объявляет о вашей победе. Это может быть и человек, например, благодаря которому вы побеждаете, и кого вы побеждаете. Тут оно может быть по-разному, я не могу. Еще смотрите, что я пропустила. Я еще и пропустила конфликт. Да, победа в конфликте, корона, влиятельный человек. Значит, якорь – это остановка, точка, возможность поставить точку, может быть, в длительном конфликте. Гости, ожидания, удача на вашей стороне, удача, фарт. Ключ – это день очень важный для вас, день, когда все в ваших руках, да, все возможности буквально, все инструменты. Деловая встреча. Дальше хорошие радостные вести, новости и маска, обман. Может быть, здесь, например, победа вами достигается путем обмана, маска. Ну, то есть, получается, по маске не только нас обманывают, мы тоже можем обманывать, особенно когда идет аркан дьявол. Или, допустим, мы идем в гости и одеваем на себя маску. Может быть, вам эти люди не сильно приятны, но вы идете в гости, да, и вам надо там улыбаться. И карта маска говорит, мне приходится прикидываться дружелюбным. Может быть и так. Ну, если вы не собираетесь никого обманывать в этот день, тогда вам надо быть осторожным, потому что могут обмануть и вас. Вокруг вас могут быть такие люди, да, вот гости, вас позвали в гости, улыбаются вам, а на самом деле вас не любят. Так тоже может быть. В общем, вот такая тут история. Но очень много крутых выпало карт. Победа, удача, ключ, шарики. Прям шикарный день для вас. Благодарю за внимание, козерожки. Переходим к водолеям. Ужас, сколько много событий. Практически все сердечки использовали. Так, ну что, поехали. Смотрим дальше водолеев. Водолеи остались. Ой, не только еще ж рыбки. Господи, водолеи, говорю, остались. Водолеи и рыбки. 3 декабря. Водолеи. События дня. События дня водолеи. Змея, сразу же первое событие. Шарики. Кстати, очень многих знаков выпали шарики. В этот день нас всех могут ждать какие-то хорошие новости. Если вот у всех выпадают, ну там не у всех знаков, но практически у очень многих там знаков, наверное, 7 точно выпали шарики. Может, это новости, которые касаются всех нас. Так, шарики, весы. А то заболталась и не сказала вам, что тут выпадает. Мешок с деньгами. Колокольчик. Кораблик нельзя. Угу. Дьявол откроет какие-то тайны. Подкову нельзя. Эх, солнышко разделила одна карта. Ну и слезы, яблоко. Так. Значит, смотрите, что повыпадало. Первое, змея. Сразу же говорит о том, что кто-то может вас в этот день ужалить, задеть, сделать какое-то замечание, подколоть. Поэтому будьте к этому готовы. Ну, дьявол, что тут, да. В других людей вселяется дьявол, и они себя так ведут по отношению к нам. Дальше. Ждут какие-то очень радостные вести вас, хорошие, позитивные. Деньги. Опять же, по деньгам очень часто под влиянием аркана дьявол у нас желание тратить, что-то покупать, что, допустим, нам не по карману. Весы, да, вот тоже, и весы, вот эти колебания. С одной стороны, это дьявол, который говорит, ну купи, ну давай, да, с другой стороны, здравый смысл говорит, ну куда ты лезешь, да, то есть успокойся, оно тебе не надо, да, тебе это не по карману, поэтому тут вот эти колебания. У многих знаков тоже выпали весы и, да, вот и мешок.
Я думаю, что это вот так будет проигрываться. Дальше колокольчик — это пустые разговоры, болтовня с кем-то, ну типа там с друзьями, с близкими там и так далее. Открытие секретов, тайн, опять же, в обычном разговоре каком-то, да, там дружеском, кто-то что-то проболтается и расскажет, откроет какую-то тайну. Поэтому слушайте внимательно. И слезы еще выпали. Ну, слезы тут, конечно, могут быть и от того, что кто-то обидел, что-то сказала змея, но могут быть же и слезы радости, например, да, от какой-то хорошей новости. Или если это какая-то приятная информация, тайна. Да, вот. Но яблоко еще можно считать как соблазн по дьяволу, если вместе с дьяволом выпадает. Да, в день дьявола, тогда, когда нас чем-то могут соблазнить, как змей соблазнил, вот опять же, змей и яблоко, да, змей соблазнил Еву яблоком, вот так и вас кто-то может соблазнить в этот день. Так что вам надо устоять перед змеиным очарованием чьим-то. Тут скорее, наверное, змей даже вам будет выступать как обольститель, он еще такой так интересно прорисован. Из-под лобья смотрит, что-то задумал. Хорошо, смотрим дальше рыбок. О, рыбы вверх ногами. У меня рыбки 3 декабря. События дня рыбы. Ножницы. Угу. Сердце. О, цветочек. Мешок с деньгами. Ох, это дьявол. Так, сейчас бокал тоже сюда же. Угу. Корону нельзя. Так, нет, 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 нет. О, сундук с деньгами. Тоже это ж дьявольская история. И здесь нет. Получается, у вас по дьяволу что проигрывается? Исполнение желания, потому что очень часто он дает нам то, чего мы желаем. По дьяволу проигрывается мешок с деньгами, большие деньги, желание тратить, покупать и так далее. И бокал. Это что же по дьяволу? Желание там злоупотреблять, да, например, там спиртным, кофе, какими-то напитками, там, которые вредят организму там, и так далее. Опять же, переедание. Это что же по бокалу все, да, вот когда мы слишком много всяких вкусностей, мы себе не отказываем. Поэтому у вас, значит, что в этот день? Общение с друзьями, застолье. У вас решение какого-то вопроса, исполнение желаний. Прекрасно. Деньги поступают, вернее, по сундуку поступают, по мешку мы их тратим. Поэтому у вас будет и поступление денег, и расходы. Причем расходы могут быть прям такие серьезные. Под влиянием дьявола вы можете прям кутить, тратить, гулять на полную катушку. Да, вот тратить на желание, тратить на застолье, на гульки и так далее. Так что, рыбки, вот такое для вас предупреждение в этот день. Надо себя, да, и вот этого вот дьявола сдерживать и не давать себе разгуливаться. А так вообще день, конечно, классный. Решение вопросов, исполнение желаний, деньги приходят. В общем, все супер. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.